Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Личная жизнь. Что будет, чего не миновать. В конце видео я сделаю для вас гадание, святочное гадание на кольца. И посмотрим, что конкретно ждет вас в этом году. Оставайтесь, будет интересно. Настраивайтесь, пожалуйста, на гадание. Загадайте на себя и давайте посмотрим. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и поставить для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, кто со мной давно, те уже увидели чашу любви. Вам в личной жизни однозначно не миновать любви. Любви настоящей, крепкой, счастливой и, главное, взаимной. Девочки, любовь, она вам на роду написана. То, что было в вашей жизни до этого момента, понятно, что вы все разные, кто-то уже и замужем был, любил и любит до сих пор, да? Это все детские игры, детский лепет по сравнению с тем, что вас ждет впереди. Смотрите, кто у меня сейчас любит, считает, что все, любовь там, на всю жизнь, на века. Ваша любовь, она еще не дошла до пика, она еще будет расцветать, наполняться, разные там цветовые решения принимать. Любовь будет расти и крепнуть однозначно. У кого любви сейчас нет, девчоночки, готовьтесь, все самое лучшее у вас обязательно впереди. Вот она чаша, она огромная, она переполненная, даже не просто наполненная, а переполненная, да? Таких ощущений, таких чувств, просто позавидовать только можно. Так, что еще? У кого-то прям треугольники выходят почему-то, треугольники, четырехугольники. Они выходят как наваждение, понимаете, как наваждение. И здесь отчасти даже какая-то ваша вина есть. Да? Не тем мужикам доверяетесь, либо не с теми вы знакомитесь. Вы легковерная женщина. Вы простите, но вижу, что легковерная. Вы идете на поводу эмоций, вас можно легко уговорить. Вот такие хитрые мужички, они, прям под ногами у вас крутятся, да, они там и на жалость берут, и на какие-то уговоры, А вы ведь добрая, вы думаете, как же так, он же не может меня обманывать, да, а потом вилы в боки, да, либо грабли в лоб. Простите, извините, но здесь нужно с этим что-то делать. Я не критикую вас, я просто хочу вам помочь. Здесь мне показали, треугольники, как тягивают вас эти треугольники. Не то, чтобы вы там родились такой женщиной, да, там, разлучницей, либо женщиной, которая обречена на эти треугольники, страдать от измен. Нет, это не так. Это все идет исключительно от ваших эмоций, от вашей какой-то сверхдоброты и сверхдоверия, наверное, да? Здесь нужно немножечко эту часть вашей жизни, вашей психологии проработать. Девчонки, все в ваших руках. Вы рождены счастливой женщиной. Вот счастливой. Хотите верьте, хотите нет. Я вижу над вашей головой звезду, счастливую звезду. То есть для меня это знак того, что на роду написано любить и быть любимой, быть счастливой в любви, не страдать, не мучиться, не делить этих мужиков друг с другом, а именно иметь своего персонального, которого будете любить вы, который будет любить вас. Вот так вам на роду написано. То, что происходит, эти треугольники, четырехугольники, это именно эмоциональная слабость, да, либо эмоциональная податливость, ваша податливость. Если изменяет вам мужик, зачем он вам нужен? С какого рожна он вам нужен? Вещички собрала, в окно выкинула, его пендалями за двери выставила, все, пусть идет дальше изменяет, но только не вам.
Как можно себя так вот обесценить, что позволять мужику гулять направо и налево? Он же с чего гуляет? От безнаказанности. Он же знает, что вы добренькая, что он там придет, вам расскажет какие-нибудь грустные истории. Вы тут же простите. Девчоночки, которые принимают этих женатых мужиков, ну нельзя же быть такой доверчивой, девочки мои, ну нельзя. Эти мужики, им когда хочется, они же что угодно готовы рассказать, понимаете, так могут врать, что, не знаю, там сказочники в сторонке курят и плачут, когда смотрят на таких вот гуляк. Где ваше самоуважение? Где оно? Вы правда хотите быть номером 2, 3, 10? Вы королева, понимаете? Вы должны быть всегда номером 1. 1 и все, без остальных каких-то цифр. Одна единственная на всю жизнь. К этому идите, к этому стремитесь. Конечно, мужик увидел женщину шикарную, думает, подгульну, да, попользуюсь красотой да юностью. И начинает вам там рассказывать, что у него там жена Мегера, что он там весь такой несчастный, ничего сделать не может, там в кабалу попал. Но при этом писю он свою может куда попало сувать. Да? Ничего с этим проблем нету. Девчонки, научитесь себя уважать. И жизнь ваша личная наладится. Не с тем вы время тратите. Вот правда, не с тем. Ну недостоин он вас. Вот, не сделает он вас счастливой. Просто не сделает. Вот. А те, кто в четырехугольниках, мои хорошие, ну это вообще какой-то зашквар, вы простите меня, конечно. Ну в жизни все бывает. Но вот кто зашел на отсыпку и кто в четырехугольнике, ну здесь явно между вами какая-то мара. Это ну совсем не про любовь. Может быть, вам в интимной жизни чего-то не хватало. Вот, и из-за этого все это пошло, да, какая-то химия там бракованная образовалась, да, как этот газ, который дурачками людей делает, там, веселящий или как он там называется. Вот. Это же все от лукавого, понимаете, от лукавого. Вот. Боритесь с этим, вы же сильнее, смотрите, какая вы умная. Вы такая умная, вы такая талантливая, вы такая способная, ну такая красавица. И вот я даже не знаю, у меня не хватает эпитетов, чтобы вами восхититься. Вот то, что я вижу перед собой. Женщина наполненная, вот все в ней гармонично. Да, психика немножко страдает, но все остальное, ну просто выше всяческих похвал. Девочки, психика это ваше. Ваше то, что сформировано. Сформировано под влиянием среды и собственных заблуждений. С этим можно и нужно бороться. Так, пожалуйста, займитесь этим, займитесь. Девчонки, смотрите, что я вижу. Вижу, что вам подруги завидуют страшной вот этой черной завистью. Вот прям знают, что живете вы там не очень, да, что у вас там нету там прям таких бесконечно счастливых солнечных дней. Все равно завидуют. А завидуют вашей силе, вашей красоте, вашему вкусу, вашему таланту, вашим способностям. Понимаете, этому завидуют. Любая из ваших подруг, понимаете, вот в один момент бы поменялась бы с вами местами. Вот хочется быть вами, хочется быть как вы. Но только же это же ваше. Вы с этим рождены, вас этим наградила природа. У кого-то вот фигура, ну просто шикарная. Мужики слюни пускают. А женщина думает, ой, а я полненькая, ой, а у меня там целлюлит. Ой, у меня то, у меня сё. Себя там кутают в мешковину, что-то такое, чтобы там, не дай бог, там не обтянуло, либо там никто не увидел, что у меня какие-то проблемы. Девчонки, что ж вы делаете? Зачем же вы такую красоту прячете? Да плюньте вы на там все эти стандарты, Господи, кто их там придумал? Живите вы для себя, наслаждайтесь вы жизнью. Поверьте, вон мужиков сколько. И все он глаза таращат на вас и рты прям открывают. Любой за вами пойдет, только помани. Правда. Не надо так с собой поступать. Так, еще важный момент. Девочки, вот честно говорю, кому-то прямо по судьбе, ну, мы как бы на личную жизнь смотрим, но это тоже часть личной жизни. Здесь идет какое-то невероятное развитие ваше. Кому-то суждено карьеру сумасшедшую сделать, ну просто, вот знаете, как из самой первой ступеньки, да, туда, где звезды. А кому-то прям бизнес в руках держать, такой крутой, огромный бизнес в руках держать. У вас к этому дар, у вас к этому способность. Вообще человечек такой трудолюбивый и аккуратный, и грамотный. Вы умеете работать, вы вот прирожденный мастер.
прирожденный. Но почему-то тоже, знаете, то ли комплексуете, то ли вы, ну как считаете, может быть, что везде там, не знаю, через постель, да, либо что мужчинам проще в жизни добиваться. Ну, это может и так. Но поверьте, когда человек такой умненький, грамотный, тем более с таким уровнем трудоспособности, Господи, да у вас же, понимаете, все в руках спорится. Вы за что не возьмете, все в золото превращается. Есть у вас такая сила, есть такая способность. Девочки, кто на пенсию вышел, слушайте, ну... У вас же такие таланты нереализованные. Что же вы сидите? У нас такое время, там интернет, все эти там всякие там ютубы, тиктоки, господи, инстаграм. Но неужели вы не можете себя в этом реализовать? С вашими-то способностями, с вашими знаниями, с вашим опытом. Да просто рассказывайте какие-нибудь истории своей жизни. Толпа выстроится обожателей, которые будут прям пить ваши эти истории, питаться вашими историями. Вы же скольким людям поможете. Зачем? Зачем вот в себе так сомневаться и себя вот так гнобить, закрывать от мира, от людей? Вот вижу, кто-то у меня вообще дома сидит, никуда не выходит человек, просто не выходит, жалуется на здоровье и говорит: ой, я болею и никуда не пойду. Ну серьезно, вы же еще больше будете болеть, если вы будете дома сидеть. У вас тут застой сплошной идет. Ходите вы на улицу, гуляйте, показывайте себя людям. У вас невероятный вкус. Вы такая красивая, вы так умеете шикарно одеваться. Даже вот самые простенькие вещи вы на себя одеваете. Богиня. Просто богиня. Вот эти все там эти дизайнеры, все эти французские, там итальянские, они ж по сравнению с вами, как вот дети малые. У вас невероятный вкус. Невероятный. Так творите, творите эту красоту, дарите ее миру, дарите тем, кто вас окружает. Вот, девчоночки, правда, начнете выходить из дома, у вас такой колоссальный круг общения появится, столько много новых знакомств я у вас вижу, столько много новых интересов. Это жизнь. Вот это жизнь. А то, что вы там дома сидите, ходите между там, не знаю, телефоном, компьютером и телевизором, но это не жизнь. Нет, это не хочу об этом говорить, но это путь никуда. Вот. Вам рано, понимаете? Вам рано, и у вас здоровье, оно, да, надорванное, но это все поправимо. Вам нужна новая свежая энергетика. Поэтому выходите, ходите, гуляйте. Все поправится, все наладится, и все будет замечательно. Так, еще. Девочка с мужчиной общается по интернету. Мужчина так не тянется, он к ней расположен. А вот женщине страшно. Она говорит: ну вот куда я поеду? Я же не знаю, кто он такой. Я же там не была, например. Да? Либо я была, мне что-то там не понравилось, смутило. А у меня там родители, а у меня там дети, у меня там свой дом, там друзья, работа. Да? Вот как я могу это все поменять? Девчонки, а как вы хотите? Но он навряд ли к вам приедет. Что он там у вас будет делать? Он мужик, ему зарабатывать надо, ему нужно дом содержать. Вы, как жена, должны за мужем последовать. Он уже, знаете, тут думает, что вы его не хотите, что у вас там кто-то другой завелся. Ну, что она ко мне не едет? Какая причина? Вы же ему не объясняете, что вы не хотите жизнь свою менять. Поговорите с ним. Вы потеряете хорошего мужика. Вам прям такое предупреждение идет, что потеряете хорошего мужика. Давайте с мужчиной, с этим договаривайтесь, проговаривайте, объясняйте. Вот как на духу ему все объясняйте. Поверьте, выход найдется. И этот мужчина вас любит, ценит, и он не готов вас терять. Он вообще не готов вас терять. Для него это будет трагедия, если вы расстанетесь. Но то, как у вас там все велотекущее, это не по его вине, это исключительно по вашей вине. Потому что вы никак не можете принять решение. И опять же, ну вы ведь едете, не в космос летите, понимаете, там не на орбиту вас будут поднимать. Везде можно поехать, посмотреть, там понравилось, осталось, не понравилось, что-то другое придумали. Вот, прекращайте эти все свои страхи, да, и надо жить здесь и сейчас, а не так, как вы откладывать постоянно. Смотрите, вот что я вижу. Я вижу, что вам там со временем очень понравится. Говорю со временем, потому что вижу девчонок, кто, ну, немножечко так, адаптация будет, да, адаптация какая-то комками идет. Плюс-минус будете прыгать, но потом адаптируетесь. Смотрите, вы не только сами переедете, вы еще потом с собой кого-то потянете, да, там те же родители, дети. Туда к вам поедут, будете жить семьей там.
Плохого не вижу, хорошее вижу. Так, идем дальше. Ну, я не знаю, у вас билет в руках. Билет в руках, вот как в новую жизнь. Особенно отыграется у тех, у кого семья есть. Ну, кто замужем, да? Кто замужем, девочка? Дети, муж. И у вас возможность есть куда-то уехать, переехать. Либо вы об этом думаете, либо вы уже билеты купили. Но опять же, какие-то страхи. Какие-то страхи, там мужчина тоже такой у вас побаивается, кто-то еще отговаривает, сами себя накручиваете. Смотрите, эта дорога, она ведь не просто так в вашей жизни возникла. Это спасительная дорога. Она ведь не только вас спасет, но и ваших детей, либо ваших будущих детей. Для вас вообще эта дорога идет как возможность всю свою жизнь и судьбу поменять. Кстати, не только свою, но и, например, мужчины, либо детей. Понятно, что страшно, особенно если вы едете в какую-то новую местность, там, в другой город, там, кто-то в другую страну, может, даже едет. Но вы должны это сделать. Если не вы, то никто. Не смотрите вы на своего мужчину, он еще больше боится, чем вы. Не надо, принимайте свое волевое решение. Вот хотя бы раз в жизни послушайте свою интуицию. Ведь интуиция просто уже там вам и картинки, там, и всякие знаки, и сны, чего вам только не показывали. Что еще надо? Упустите эту дорогу, жалеть будете, да? Как говорят, локоть вот он близко, да не укусишь. Хотите такой ситуации? Ну тогда ждите, оставайтесь. А ситуация, которая у вас есть, да, либо вокруг вас есть, она ведь усугубляться будет. Но это я так еще мягко вам говорю. Знаете, вот что меня лично расстраивает? Вот я вижу эту отсыпку, я перед собой вижу просто невероятную женщину, под счастливой звездой, с хорошим будущим, но женщину, которая межуется, да, и вроде хочется и страшно. Здесь я да, а здесь я нет. Повернусь, отвернусь. Нет баланса, нет гармонии, вы себе не верите, вы в себя не верите, вы себе не доверяете. Отсюда идут все ваши проблемы. И с мужчинами, и с работой, и с деньгами, и со здоровьем, и со всем прочим. Мои хорошие, берите себя в руки. Берите, вы все знаете, вы все умеете, вы очень умные, замечательные. Все у вас есть. Берите, правьте, направляйте, выбирайте свой путь и идите по своему пути. Здесь нет перепон, здесь нет какого-то прям жуткого негатива, который вам все блокирует. Этого нет. Нет, пути, дороги открыты. Весь блок, да, негатив, он у вас в голове. Отчасти либо наговорили, либо вы сами себе придумали. Надо сделать один решительный шаг. А дальше оно само уже там все наладится, подтянется и как по накатанной пойдет. У меня здесь счастливые женщины, но ваше счастье в ваших руках. Высшие говорят, вот она звезда, вот она чаша, вот он путь, иди. А вы стоите. Вы стоите и тратите свое драгоценное время. Решайте, сделайте. Вот я вам серьезно говорю. Никого не слушайте, кроме себя и своей собственной интуиции. Вот она вас никогда не обманет и не подведет. Так, и еще для девочек молоденьких, которые никак не могут найти того самого единственного, с кем бы построить семью и отношения. Не спешите. Не спешите, ваш мужчина найдет вас сам. У вас ваш судьбоносный, у вас один брак, вот я вижу, да, один вот такой крепкий, прочный на всю жизнь. Вот вместе вот на всю жизнь и будете. Он уже у вас в пути, он сам вас найдет, он сам к вам придет, он все сделает сам. Понимаете? Вот. Не смотрите вы на тех подруг, которые уже там по 3-5 раз замужем были, у которых там 10 детей каждый от другого мужа. Не смотрите вы на них. Это не ваша судьба. Ваша судьба, она благородная. Понимаете? Прожить счастливую жизнь с одним человеком, родить детей, там, дом свой построить, добиться. Хорошая судьба. Вот. Будете спешить, будете вот это плакать, что ой, у меня отношений нет. Ну так извините. Можно и такие неприятности попасть, потом не отмоешься. Вот. А если там родственники начинают подначивать, что ты там старая дева, ну любят, да, в наших там краях люди любят такое делать, так вы их всех посылайте куда подальше. Вот. И не заморачивайтесь, и не думайте об этом, у вас все будет, и все будет прекрасно. Так, мои хорошие.
Давайте я сейчас все подготовлю, на минуточку отключусь, подготовлю, и мы с вами сделаем гадание на кольцах. Так, мои хорошие, я все подготовила. Перед вами 5 вариантов, 5 разных колечек. Хотите, нажмите на паузу, хотите, ткните пальцем в экран. Выбирайте, пожалуйста, свой вариант, и мы с вами вместе посмотрим. Кстати, вы можете выбрать вариант себе и вариант, например, для своей дочери, внучки, не знаю, подруги, сестры, мамы, да, для кого-то из своих близких девочек. Можете выбрать. Так, ну и давайте начнем. Я начну с первого варианта. Первый вариант. Кто выбрал первый вариант, пишите в комментариях. Так, девчоночки, отличное кольцо. Кольцо денежное. У вас этот год выстрелит в плане денег. Очень благополучный на заработки, на работу, на учебу, на бизнес, на карьеру. Будете идти, развиваться, зарабатывать и, как говорится, ни в чем себе не отказывать. Хороший год. Вот в плане любви. В плане любви у вас менее тут выраженная ситуация идет, а вот в плане денег вот заработаете, комфортная жизнь. Кто у меня в паре, в браке, в отношениях, и вы будете зарабатывать, и мужчина ваш будет зарабатывать, и будет в вас вкладываться, баловать вас подарочками, поддержкой. Хороший год, очень хороший. Так, первый вариант, спасибо. Второй вариант. Кто выбрал второй вариант? Пишите в комментариях. Ну вот, это колечко брачное. Смотрите, и помолвка у вас в этом году будет, и брак. 2 в одном, девочки, 2 в одном. Кто у меня хотел, мечтал, может быть, вы встречаетесь, а мужчина никак не делает предложение, либо у вас в принципе никакого мужчины нет. Вы за этот год успеете и предложение получить, и замуж выйти. Ой, хороший год. Если вы выбрали вариант, а вы уже находитесь в браке, то есть у вас уже все, как говорится, сложилось, случилось, то здесь явно либо у кого-то будет венчание, либо ждите от своего мужа подарков. Причем подарков вот именно лично для вас. Это могут быть и украшения, это могут быть и всякие там приятности. Вот именно для вас, на вас мужчинка прям будет проявляться. Если брак был немножечко там с трещинкой, здесь однозначно улучшение, новый виток ваших отношений, счастливая семья. Счастливая семья. Кто у меня был уже в браке и, скажем так, развелся, да, либо паузу вы взяли, вы тут обязательно помиритесь, и возможен повторный брак с одним и тем же мужчиной. Но в этот раз все уже будет хорошо. Здесь уже счастливая история любви. Так, второй вариант. Спасибо. Третий вариант. Кто выбрал третий вариант? Ой, какой хороший вариант. Здесь влюбленность. Влюбленность сумасшедшая. У вас здесь выбор мужчин. Вас тут будут окружать такие почитатели, воздыхатели. Мужчины, которые будут готовы ради вас, ну, на геройство, на поступки, на действительные проявления. Много общения, много внимания со стороны противоположного пола, невероятный выбор. Ну и вы в центре всего этого праздника. А это действительно будет праздник. Девочки, мужчины все для вас делают. Все, что не попросите, все для вас делают. Ваши, не ваши, там знакомые, незнакомые. Прям как идут на вас, как голодные, да, на кусочек торта. Готовы что угодно отдать и сделать. Наслаждайтесь. Помощь от мужчин вам обеспечена. От мужчин вам отказа не будет. Тут кем бы этот мужчина ни был, ни один мужчина вам в этом году не откажет. Каждый пойдет навстречу, поможет, поддержит, сделает, закомплиментит. Ну, красота. Красота, одним словом. У вас, кстати, в этом году идет рассвет вашей женской силы, вашей женской энергетики. Вы будете меняться, вы будете преображаться. И все, что вы будете делать для себя, очень благодатно будет отражаться и на вас, и на вашей жизни. Красавица. Красавица, умница. Всего добьется. Хороший вариант номер 3. Дальше идем. Вариант номер 4. Вариант номер 4. Это помолвочное колечко. Помолвка.
Значит, девочки, встретите вы мужчину, с кем вы свяжете всю свою жизнь. Свадьба в этом году не состоится, но будет помолвка. 100% будет помолвка. Хорошее колечко, оно самое дорогое из всех этих колечек. Я так понимаю, что мужчинка богатый будет, богатый. Это, кстати, белое золото с бриллиантом. Вот, чтобы вы понимали, кто к вам идет. Не какой-нибудь там работяга, да, а мужчина либо при очень больших деньгах, либо мужчина с большим потенциалом, который богатым станет в будущем. Ну, мужчина на вас скупиться не будет. Здесь вот прям, знаете, как и любовь, и морковь, и подарки, и деньги. И кому-то из девчонок мужчина тут проблемы порешает. Ну, заступится, одним словом. Хорошее колечко, очень хорошее. Даже если посмотреть, видите, буковка В получается. Ну, В это у нас в Викторе победа. Вот, большая победа в любви вас ждет. Настоящего мужика себе встретите. Не какого-то там... приличного слова, к сожалению, не могу подобрать, да, а хорошего, добротного, богатого, и который будет вам делать предложение, любовь свою встретите. Так, ну и пятый вариант. Кто выбрал пятый вариант? Ой, тоже очень хорошее колечко. Колечко говорит о том, что вы в этот год будете заниматься исключительно собой, саморазвитием, решать какие-то свои вопросы, задачи, задачи ваших, например, близких, знакомых, детей. Да, у вас все будет получаться. Этот год принесет вам удачу. Удачу во всех ваших делах, во всех ваших начинаниях. Опять же, видите, здесь вот как дорога на кольце, да, сплошная такая красивая дорога. У кого-то прямой переезд отыграется на новое место, у кого-то переход на новое место работы. У кого-то начало нового дела, кстати, очень успешное начало нового дела. Вам во всем в этом году будет сопутствовать успех и удача. Что касается личной жизни, ну, хорошие знакомства, приятный круг общения. Будет с кем время провести, да, будет с кем пообщаться. Кстати, по этому кольцу очень часто проходят знакомства в интернете, судьбоносные знакомства через интернет. Если вы в паре, в браке, здесь нормализация отношений. Просто, да, люди могли там и жить и 20 лет вместе, и уже охладеть друг к другу. Здесь могут быть и вспышки страстные, и какие-то новые прям витки в ваших отношениях. Ну, приятно, приятно. Вы везучая. Вот весь год вы идете под удачей, под звездой удачи. Во всем она вам. Вот чего не захотите, чего не пожелаете, все у вас обязательно исполнится. Хорошее колечко. Кстати, обещает замужество кого-то из ваших близких. Может быть, дочка, внучка, там, сестра, подруга. Праздники вам обещают. Ну, и вы будете тоже очень счастливы за этих людей. Если вы сами хотели выйти замуж в этом году, брака я не вижу. Но, еще раз говорю, вам это все будет скомпенсировано большой удачей. Вот, хорошее, не переживайте. Так, мои милые, на этом все. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.